Здравствуйте, уважаемые телезрители, программу «Мордовский блок новостей» или «Эхо Мордовии». И в первой части она будет посвящена взгляду на мир и на общество Евгения Владимировича Четвергова, Нуянь Ведяс. Он один из создателей Мордовского культурно-просветительского общества национального возрождения Мастарава, основатель фонда спасения рязанского языка. Писатель, автор тематического словаря рязанского языка, заслуженный работник культуры Республики Мордовия, будет помогать раскрывать его философию Ирина Владимировна Абдрашитова, кандидат философских наук, поэтесса, драматург, художница, преподаватель, творческий человек, как и мы с вами, Евгений Владимирович. Вот я вас недавно попросил подготовиться и рассказать мне и нашим телезрителям свое видение важных вот таких общественных проблем и частей, как сказать, мира, в котором мы живем. И я вас попрошу дать свое видение этих тем. Вот, Евгений Владимирович, первая тема. Как вы относитесь и что вы понимаете под таким понятием, как честность? Это мое понятие. Но о честности, наверное, писали многие-многие писатели, философы, поэты и так далее, и так далее. Это тема вечная, честность. Но в моей памяти остались два момента. Первый – это пионер Петя, который говорил: даю честное слово, и мог до ночи и всю ночь простоять, лишь бы не изменить своему решению, своей мысли, остаться честным. А вторая часть или вторая мысль, это где-то я вычитал такие слова: платье надо беречь сызнову, а честь с молоду. Вот эти вот понятия, они у меня держатся до сих пор. Но, к сожалению, переходим ко второй части. О правде, о честности как-то мало таких, тем более критических замечаний, мало. Но больше люди вторгаются в другую область, как ложь, измена, подлость и так далее, и так далее. К сожалению, нечестности, лжи значительно больше, как неудивительно, чем правды, чем честности. Распределяется нечестность или ложь на несколько видов, на несколько групп. Есть ложь государственная, есть ложь общественная, есть ложь и личная. Есть такие виды лжи. Кроме того, есть ложь открытая, информационная, и есть ложь скрытая, не выделяемая, не афишируемая. Ну, скажем, служба безопасности, так называемые шпионы, разведчики, они живут только лишь на лжи. Выдумывают себе биографию, и под этой биографией всю жизнь свою проживают. Это скрытая ложь. Ну и не только они. Другой пример. Скажем, врачи определили диагноз: онкология, рак. И человек обречен. Чтобы облегчить его мучения, страдания, естественно, они ему сразу не говорят, скрывают. То есть вынуждены они лгать. Вот и таких примеров очень много можно привести. Открытое и закрытое. Но я не знаю, это допустимо или нет. Ни одно средство информации Российской Федерации не дал информацию о самопожертвовании кандидата философских наук Альберта Алексеевича Разина, который самосожжением протест свой показал перед зданием Госсовета Удмуртской Республики. Многие средства информации дали об этом информацию, дали.
и Финляндия, и Венгрия, и другие страны, многие общества, многие организации. Но у нас и в общем в средствах массовой информации России, и в частности у нас здесь в Мордовии ни слова. Вот это тоже форма или вид скрытой лжи. Ну, поправлю, что все-таки «Эхо Москвы» и «Радио Свобода», я знаю, точно давали эту информацию, потому что я оттуда узнал. Ну это дело другое. А официальные наши источники ничего не давали, и сейчас это говорят. Вот. Так что приходится лгать и личному. И что интересно, без лжи человечество не может существовать. Только надо лгать. Скажем, военные действия, вторжение в другие страны, это все построено на лжи. Но если не стало бы этих войн, которых называют бабкой истории соответствующей, так не было, наверное, и объединения разных наций, не было бы и прогресса, как ни удивительно. Именно на лжи построен прогресс во многих случаях. Вот. Может, со мной могут не согласиться, но вот у меня такое видение на эту проблему. А вы как писатель, как отделяете ложь от художественного вымысла? Да, интересный вопрос. Но здесь, я считаю, лжи нет. Это лжи нет. Наоборот, писатель должен художественную правду показать. Все как есть, без лжи. Это не ложь уже. Но в какой-то степени и к скрытой лжи можно отнести. Он же не рекламирует то, что все это. Поэтому все это уже другая проблема в какой-то степени. Хочу аспект еще такой сказать. Хочешь потерять друга, скажи ему правду. Есть такое изречение. Мне оно очень нравится. Потому что если все скажешь, что думаешь, может, это и не понравится близкому человеку. Но это даже и не ложь во спасение, это вот какой-то закон взаимодействия. Чтобы не принести человеку обиду, чтобы он не обиделся. Грусть, Потому что скрывать. Что значит правда, да? Что значит ложь? Да. А судьи кто? Это да? тот же Кто самый знает? пример с больными, с онкологией. Да. То же самое, да. Иногда приходится... Да. И иногда еще, не иногда, а я думаю, что в этом есть много правды. Ребенок маленький, когда начинает лгать, вот в 3 года, да, он начинает лгать, значит, он себя отделяет от мамы, от окружающего мира. То есть он понимает, что его правда и другая правда – это разные вещи. То есть он становится личностью, когда начинает лгать. Интересно. Интересно. Правильно, идея. Переходим к смыслу жизни. К смыслу? Да, но этот вопрос, мне кажется, еще сложнее. Миллионы людей задают этот вопрос, и миллионы не могут ответить смысл жизни. Но для каждого, наверное, у каждого, наверное, свой смысл жизни, для чего он пришел в этот мир и что он хочет оставить после себя. Разные. Но удивительно то, что для определенных лиц, личностей, свой смысл жизни. Скажем, писатели, у писателей, у них смысл жизни творить и оставить в наследство добротные художественные произведения и оставить о себе память. Это тоже есть. Но для других другой смысл. Есть такое изречение: родить ребенка, посадить дерево и построить дом. Вот и весь смысл жизни. Вот, это емкое такое понятие, емкое. Но что еще можно сказать? Можно сказать, что смысл жизни в счастье. Счастье. В писательском счастье, в личном счастье, в Да. счастье в любви. И заодно, наверное, от смысла жизни и переходим, что такое счастье. Там тогда. будет. А можно мы подвесим многоточие, поставим? Я хочу спросить, вот часто людям советуют при выборе... Кстати, вот следующая тема. У нас судьба, и я так задам вопрос. Часто советуют, когда выбираешь судьбу, что нужно концентрироваться на чем-то. А если, глядя по вам,
вы и в науке достигли успеха, кандидат наук и даже в филологической науке, автор словаря, и в художественном творчестве достигли успеха, и ваши книги издаются, рассказы публикуются, и как общественный организатор вы добились успеха вот на почве защиты ирзианского языка. Никто не может с вами сравниться. Как вам удалось вот концентрироваться на самых разных вот темах при определении своей судьбы? Признавайтесь. Но тут не требовалось никакой концентрации. Это все происходило как-то само по себе. От начала и до конца. Так что вопрос как-то не совсем такой верный, точный. Вот. Поэтому все, как переходило из одной сферы в другую. Скажем, наука все у меня кончилась. В 96-м году ушел в бессрочный отпуск на пенсию. Но еще будучи и в университете, я увлекался именно этим художественным творчеством. Начинал с районных и прочих, всех газет Мордовии, куда только я не посылал свои заметки. И о природе, и о своей специальности, о сельском хозяйстве и прочее. Все. А потом из-под потихоньку я увлекся этой самой писаниной. Привели они меня два момента в жизни. Первый момент то, что я открыл, что каоль растет у нас в Мордовии. Вроде бы незнакомые растения, и тут я обнаружил, нашел этот каоль. А вторая причина, то, что заставило меня взять за ручку, это на родине у меня, в Дубенском районе, такая речка есть. Вот, я спустился, идя домой к речке, и хотел руки помыть немного. И когда я обнаружил там эти кручение всяких полос, минеральных масел, синие, фиолетовые, зеленые и прочее, я был удивлен и возмущен. Кто посмел в мою речку детства слить эти, помои, будем говорить. Потом я обнаружил табак, прочее. Вот это возмущение меня и побудило взяться за ручку, за перо. Вот два момента таких. А дальше поехало уже все. А параллельно, общественная работа шла параллельно с художественной. Параллельно. Это вот создание Мастуравы, это действительно, не хочу хвалиться, это действительно героическая работа была. Скажем, теперь снять копию, как называется прибор? Какой? Копировальный аппарат. Ксерокс. 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 Это теперь у нас ксерокс, что есть, что нет. А в те годы это было величайшим открытием. И я помню до сих пор, в университете был один ксерокс, и туда мне потихоньку открывали двери, под замком все это держало строго. Я сколько-то там пятерок давал, что ли, и как ли, они меня несколько делали, это копии делали. Вот, это ночью, это днем. Вот так вот она шла, эта работа. Шла, как, часто вспоминаю, как судьба Палки Корчагина, он же тоже не жалел себе ради идеи. Не жалел, в конце концов он пришел к такому выводу и к такому концу. Ослеп он, да? Да. Вот это все так и было, это, как сказать, как зов сердца, что ли. Это вот мечта возродить, спасти культуру. Вот поэтому это параллельно шли. Днем в офисе проверяешь корректуру, выпускаешь газету, организуешь подписки т.т. и т.т., а ночами, выходные дни, прочее, это кухня, это туалет, где сидишь, правишь, свои рукописи делаешь. Вот и все. Да, я еще забыл упомянуть, что Евгений Владимирович долго возглавлял газету «Эрзин-Мастер», и именно благодаря ему, в том числе, сейчас почти нигде нет в России общественных газет, посвященных вот на таком языке
не русском, а благодаря нему вот это сохранилось. Им 4 суда было против газеты, и все в 4 инстанциях там вы описывали, вы победили. Арина Владимировна, вы что-то хотели уточнить, да? Ну, просто хотела сказать, что если в любом виде деятельности есть какое-то внутреннее убеждение, что это должно, представление о долге, то тогда и достигается успех. Да? И даже и на геройство человек идет, и тогда вот и идет к успеху. Только поэтому по внутренней убежденности какой-то. Правильно, Я тоже правильно, заметила. только так. Так, газета вот 22 года что ли, примерно. Вот. Но, к сожалению, она перешла в другие руки, и она практически перестала той газетой быть, какая она была. Вот это ценность той газеты. Высказывала эта газета правду. В отличие от официальной правды, которая зачасто является скрытой ложью, она говорила то, что есть в реальности, в окружающей жизни. В этом ценность этой газеты. Не то, что там орфография хромает, еще то, что тематика хромает. Дело не в этом. Дело в том, что она говорила правду. А те, кто обвиняли вас и до сих пор, может, обвиняют, что вы экстремист, что вы призываете к национальной розни, что именно для вас только одна национальность существует, а все другие враждебные, вот вы что им скажете? Они заблуждаются? Естественно, заблуждаются. Вот смотрите, к одному языку вроде бы, да, один язык. Так разве это так можно говорить? Это же, ну, в наш век это просто, ну, нелепость. Так говорить. Знать человек должен знать несколько языков. Это выводы ученых, педагогов, деятелей науки, знать несколько языков. Несколько языков способствует развитию мозга. И есть данные, что человек, знающий 2-3 языка, живет дольше, чем другие. Это такие данные. Поэтому говорить о том, что человек должен знать один единственный язык, это неумно. Наоборот, я все своим ирчанам говорю, вы что делаете? Смотрите, вся Европа, вся Азия говорит, все до единого, можно сказать, до единого, на 2 языках. Все знают русский язык и свой родной язык. А вы стремитесь, отказываетесь от своего языка, хотите стать одноязычными. Я им все так убеждаю их. Но, увы, нужны массовые, сильные средства информации, которые идею доводили бы до сознания человека. К сожалению, у нас таких средств нет. И поэтому официальные органы связи, средств информации об этом что-то не особо говорят. Ну, может, я ошибаюсь, но И, это так. Евгений Владимирович, у вас тоже нет как бы веры в национальную исключительность ирзян, да? Вы за то, чтобы ирзяне жили в мире с другими народами и не ущемляли друг друга, да? Разумеется, разумеется. Знать один язык – это все равно, что закрывать себя в амбаре и ничего никого не слышать. Как же так? Это немыслимо, это изоляция. Кроме того, вот я знаю русский язык, я ирзянский знаю. И я часто обращаюсь то к русскому, то к ирзянскому языку, когда что-то пишешь, ну, орфографию, правописание и прочее, прочее. И вот я нахожу что-то нужное. Поэтому обязательно надо знать 2 языка. А уж русский язык – это великий действительно язык. Вот в последнее время я читал знахарку Горького, читал. Хотя он эрзя, но обрусивший эрзя. До этого читал Чехова рассказы, 3-й раз некоторые. Читал Горького, Чехова читал. И в последнее время прочитал еще небольшие рассказы Мордовцева. Это великий раскол, и за чьи грехи мы платим. Интересные вещи там есть. Поэтому я удивляюсь богатству языка того же Чехова, его исключительной мысли о многих общественных вещах, удивляюсь. Я там пишу, что не надо кончать литературные институты. Учитесь у Чехова, у Горького, у
У Герцена, само собой, у Тургенева особенно. Учитесь. Вот где институт. Ведь я говорю, что Пушкин-то ведь не кончал литературный институт. Но в то же время делаю поправочку, что никто не никто не скажет, что имелись такие организации, такие учреждения, в том числе литературный институт. Нужен, правда, все. Но, однако же, самый большой институт – это вот творчество этих классиков, русских классиков. У Пушкина отец был поэт, и он, получается, обучал своего сына. А вы сейчас о чем пишете рассказ? Я теперь не пишу рассказы, пишу заметки. А сейчас о чем пишете заметку? А сейчас ни о чем не пишу. Правлю, вот собираюсь издать книгу их отдельно, правка. Хорошо. Вот. Ну, а эти заметки выходят изо дня в день, хоть и вот вводить каждый раз я не успеваю. Это то, что происходит вокруг и с нашим языком. У нас же беда постигла, очень большая беда. Во-первых, закрыли практически язык в школе. Ну, как закрыли? Объявили его факультативом. Это закрытие. И где не факультатив, там 1 час в неделю. 1 час в неделю. Это я в процентах рассчитал, что это в заметках своих. Кстати, 17-я школа у нас соседи, самая крупная школа в Саранске. Я там бывал, а потом открыл интернет, посмотрел учебный план. Там вообще нет. Всех ребятишек, там 1500, всех записали русскими. Вот скрытая форма лжи, опять то же самое. Это как математику сделать факультативом. Никто не будет ходить на математику. Ну, естественно. Факультатив – это не обязательность, это слово само, понятно. Вот. Еще что-то я хотел сказать. Да, вторая беда. Значит, удалили из школы язык, вслед за языком теперь принялись за литературу. За Абрамова и за других писателей и поэтов. Как? Во-первых, запретили провести съезд писателей Мордовии. Не прямо они сказали, не лгать, это ложь. Есть официальная ложь. Они сказали, что все, причины нашли, никого не пригласили. Так, тайком, потихоньку, между собой, там, с подарочками, все, провели этот съезд. Никого не приглашали толком. Ну, это длинная история. Но последняя неприятная история, это с мая месяца журналы не выходят по сроку, нужные сроки. С мая месяца лихорадят эти редакции этих журналов. И до сих пор Новый год, и не пришел даже октябрьский номер, а уже наступил Новый год. 3 номера нет, 3 номеров. И, наверное, совсем похоронят эту литературу. Мы еще потом к этому вернемся, Евгений Владимирович. Вот, так что... А вот в целом вы к судьбе как относитесь? К судьбе? К судьбе? Да. Верите в судьбу? Судьбе. Ну, здесь 2 понятия я различаю. Судьба действительная судьба и судьба, которая делается самим человеком. Судьба, настоящая, будем говорить, судьба, это нет возможности ребенку выбирать своих родителей. Это судьба. Никуда не денешь. От этого никуда не пойдешь. Какие родители, такие и дети. Смотри иногда я Гордона, мужчина и женщина. Вот кто такие там родители и кто такие дети, к чему приводят дети. Это судьба этих детей. И от этого трудно уйти. Ну, вторая судьба, это стиль жизни. Это уже в какой-то степени зависит и от самого человека. Он сам себе строит судьбу. Или он бросается в одно болото, или в другое болото, или наоборот залетит, как ясный сокол. Это уже другая история. Но, по крайней мере, всегда и все связаны с детством, откуда они появились. Вот это и есть судьба. Ну, фатальность судьбы, ну вот это детское, как раз вот выбор родителей, это есть уже фатализм. От него никуда не денешься. Ну да. Да. Делай, что должно, а там будь, что будет, Да. как стойки говорят. Вот так вот Чем-то судьба. нужно же руководствоваться, хоть судьба, хоть никуда не денешься. Счастье.
Счастье. Да они такие, одно с другим все связано, и то же самое, такие они, эти понятия просторные, объемные, что можно по-разному их оценивать, по-разному относиться и по-разному понимать. Ну, я, например, такой случай про себя скажу. Мне в одну пору был молод еще, подарили на память закат солнца. Это я считал счастьем. Картину? Не картину, а натуре. В натуре озеро, вода так блистала от солнечных лучей. Это было восхитительно. Это настолько красиво было. И я назвал вот этот пейзаж, это видение своим счастьем. Вот поэтому виды счастья, бесконечное множество видов счастья. Или, скажем, построил хороший дом человек. И дом этот, он счастлив безмерно, что такой хороший дом построил. И вдруг этот дом сгорает. Он бесконечно несчастлив. Тоже может быть, да? Вот, но видов счастья много. Творчество для меня – это тоже счастье. Общественная работа и эта идея спасения языка, идея передачи добра, культуры будущим поколениям, это, естественно, я считаю, если не вершиной счастья, то большим счастьем считаю. А когда в общественной работе к вашим идеям не прислушиваются, это несчастье. Это несчастье получается, конечно. Это приходится страдать от этого, страдания уже. Усиливают. Вот такие вот понятия о счастье. Здорово, приятно слышать вот этот вот общественный аспект счастья, что вот действительно нужно какую-то идею, да, которую воплощать, да, и всю жизнь на это положить, и это может быть счастьем. Да. И это так здорово. Не вот какое-то сиюминутное состояние, да. А вот именно что-то такое общественное. Человеческая жизнь в целом, да. Вспомни тех же революционеров, Ленина, Сталина, прочие, которые ради идеи жертвовали всем, их там по каторгам, по всяким централям. Вот, естественно, это было их счастье, это удовольствие, удовлетворение это получали. Но в то же время их пинали, их сажали, их заключали, это было несчастьем. Вот как они все связаны, счастье, несчастье. Вот. А как связана экология и вот с последствием глобальным потеплением, с вашей точки зрения? Да. Я бы еще так сказал, с глобальным потеплением, с экологией. С экологией. Начнем с гражданства. У нас власти упорно рекламируют, добиваются, чтобы человек был гражданином. Правильно, все гражданином. Но как воспитывать это гражданство? Вот вопрос. Вот в чем суть вопроса. Как? В их понимании это все-таки военная подготовка. Чем быстрее ты соберешь автомат, тем ты гражданственнее. Это, понятно, глубокие заблуждения. Вот я теперь с экологией возьму. Мусорные баки у нас перед домом. 4 бака. Для стекла, для пластмассовой тары, для бумаги, пленки и прочие 2 ящика. Вот каждое утро я выхожу, подходят и такой баул целый бросают целиком туда, в общую, где весь мусор. А надо бы эту сумку разобрать, и где бутылки, где пленка, где бумага, туда разобрать надо. Увы, к сожалению, это не делается. Вот с этого начинается и экология. Вот и не случайно в Германии эти бутылки из-под пепси-колы разделяют на 3 категории, на 3 сорта. Белые, синие, допустим, желтые по цвету, по-разному. А про другие, там, бумагу и прочее, об этом не стоит упоминать. Это они, естественно, все это делают.
А у нас же дикость. Дикость. Считают за экологию вывоз этого мусора куда-то, какие-то там свалки. Это же дикость. Это же нельзя допускать. Давным-давно читал, лет 20-30 тому назад, Германия 80% бумаги извлекает от вторсырья, от вторичной сырья. 80%. А мы рубим лес. Вот что делается. С этого начинается и экология, этого начинается и гражданство. Значит, человек, бросающий туда в ящик свой мусор в неразобранном виде, он уже не гражданин, он не дорожит родиной, не дорожит страной. Вот с этого надо начинать и гражданство. С экологией и с прочими делами. Но и не только экология и гражданство понимают еще и знания. Знания, культуру. Неразвитый, дикий человек не может быть гражданином достойным. Уж кто не вспомнит слова Некрасова: поэта можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Это азбучные слова тебе, всем знакомые. Но, к сожалению, что-то не придается этому. Культуре. Далее, воспитывать надо детей именно культуре. Культура — понятие, в свою очередь, такое очень обширное. Культура понимает отношения, межнациональные отношения. Это тоже культура. Тоже культура и тоже гражданство. Вот. Нет бы помогать друг другу, сохранять красоту, культуру. Нет этого. Вот язык наш исчезает. Это однозначно. Никого абсолютно не волнует. Абсолютно. Не только ирзян, не только русских, но и ирзян. Им без разницы, без разницы. Вот, поэтому беречь надо все языки, хотя их 5-6 тысяч, но беречь надо. Вот недавно я посмотрел небольшой сюжет народности этноса Чукотки. Их там 3 этноса. Ну, мало, по 10 тысяч, их по 8 тысяч совсем мало. Вот, я запоминал их, старался запомнить их название, но не запомнил, не буду говорить. Но дело в том, что они только 10% знают родной язык, остальные перешли на русский язык. Хорошо или плохо? Плохо. Надо знать 2 языка, 2 культуры. И там же, в этом же сюжете показали концерт какой-то их. Удивительный танец какой. Такие движения нет, я нигде не видел, хотя и смотрел Моисеева знаменитую «Березку». Нет таких движений нигде, а ведь исчезнет этот народ, исчезнут и эти движения. Вот что значит беречь эти языки. К тому же, часто слышу, что исчезают столько-то, столько ежеминутно, ежесекундно, все это подсчитали, все это да. Но, к сожалению, не исчезают они сами по себе, а их заставляют исчезнуть. Там в мире сколько насчитывается? 200 с чем-то государств, кажется, в Организации Объединенных Наций. И все стараются их как бы прижать. Здоровая была идея. Идея эта была голландцев, по-моему. Сделать организацию непредставленных народов мира. Мне посчастливилось быть на 5-й генеральной сессии этой ассамблеи. Вот там собирались не государства, а именно представители народов. 50 с лишним народов было со своими флагами, и вот это мне посчастливилось, вот опять счастье же, посчастливилось быть именно среди такой интересной и многознающей публики. Вот. Но, к сожалению, эта идея лопнула. Лопнула. Почему? Потому что денежки находятся у государства, а у народов под властью. Поэтому, а без денег что сделаешь? Ничего не сделаешь. Вот так вот. Вот так, что такое счастье, что такое судьба, что такое гражданство, все вместе. Переходим к следующей теме. Вот вы рассказали, как нужно обучать вот, экологической культуре людей. А в целом, как вы относитесь? Или мы тему культуры и искусства тоже обсудили? Обсудили, получается, да? И школу, да, и школьное образование. Да. Все вы смогли, вот что значит человек
все может это упаковывать все темы вместе. И тему Родины тоже мы раскрыли? Тему Или Родину не совсем. не совсем? Не совсем. Вот вчера я взял книгу Юрченкова «Родиноведение». Вообще это что-то такое название мудреное. Откуда это взяли они, не пойму. Но он где-то ссылается. Но я посмотрел у него Родина, о Родине он не говорит. Да, Родину он там раскрывает, где родился, где район, где прочее, прочее. Это есть там у него. Но он преднамеренно, естественно, упустил заметку из советской энциклопедии. Там дается пояснение, что такое Родина. Родина. Это не то, что ты родился в Северном Ледовитом океане или где-то в Арктике, или где-то еще в космосе, когда летал в аппарате соответствующем. Родина – это место, земля, территория, где возник и развивался этнос. Вот это и есть Родина. Родина. А у нас понимает это. Родился где-то там в Тихом океане, родился в космосе, это значит Родина. Нет. И вот часто теперь спекулируют этим понятием Родины. Я писал статью очень давно в журнале «Сятка» на иртянском языке. Что такое Родина? Да. Улимастер Кономон Сидиеса. Есть страна, которая в сердце моем. Вот так называлась статья в переводе. Вот копался, что такое Родина? Заглядывал в уголовный кодекс, там прочие прокуратуры, искал. Дайте пояснение, что такое Родина. Нет нигде. А по этому признаку сколько миллионов было погублено во время Отечественной войны, да и сегодня, за измену Родине. А толкование, что такое Родина, увы, нет. А вот толкование самое точное это в энциклопедии. Вот по ней-то надо было. А теперь спекулируют. Вот Советский Союз. Громадная территория, громадная страна за измену Родине. Но никак не мог человек быть гражданином этой страны, Родины. Родиной не может быть. Хорошо. Там подписались в Беловежской пуще, эта Родина распала. Но Родина не может распадать. Мать одна, мать, если только умрет, умрет. Все, больше другой матери не будет уже. Это естественно. Но нет, теперь Россия, Родина моя. А вот Россия, ну, условно возьмем, многие стремятся, распадет. Там какая будет Родина? Ну, мать ты не можешь переменять. Сегодня одна твоя мать, завтра твоя, другая, третья. Мать одна, и Родина одна. Это у нас... Государство и Родина для вас одно, да? Государство – это дело другое, страна – это дело другое, но не Родина. Но спекулируют, ничего не поделать. Это еще, вот у нас, когда Польша и Финляндия – это часть нашей страны, мы говорим, это наша страна, мы их любим. Когда они отделяются, тот же самый народ, мы говорим, это враждебный народ, это чужая, это не наша родина. Правильно. И мало того, начинаем враждовать, воевать. Ну, Грузия, допустим, тоже была для Грузии. Советский Союз был родиной, а теперь они. Вот такие отношения складываются. А как вам кажется, те вот национальные окраины, которые отделились от Советского Союза, они больше выиграли или потеряли? Это вопрос неоднозначный. В чем-то они выиграли, в чем-то проиграли. Конечно, вот теперь и Украина, и другие страны говорят, вон, отсталые у них и экономика, и производство, и промышленность хромает, все. Может быть, даже быть и верно в какой-то степени. Конечно, не сравнить с Россией, разве можно сравнить? Какие мощи экономические, это естественно. Но вот в другом они выигрывают, но не знаю, так удастся ли и нет. Боюсь, что не удастся. Что-то сделать с Украиной. Уж слишком много этих передач. Слишком. А я читал полностью сборник Шевченко. Ну там же совсем по-другому. Вот, кстати, у Мордовцева прочитал, как издевались над могилой Богдана Хмельницкого. Это тяжелейшее положение Украины было, и надо было это понимать. Правосторонняя Украина, там поляки,
делали все свое. Левосторонняя, левая сторона Днепра, здесь Россия, русские, москали. И вот там описывается, сейчас скажу, польский какой-то магнат, крупный военный полководец их, Чернецкий, кажется, фамилия. Вот он нашел могилу Богдана Хмельницкого, похоронен был в церкви, он со своим войском туда, достали оттуда его могилу, вытащили и раскидали, разрезали и раскидали по всему. Люди плачут, поп, священник плачет, но, увы, это польский магнат был. Вот, поэтому, когда читаешь все, это совсем по-другому, чем нам преподносят. И, кстати, что интересно, про Шевченко, сколько я, я сажусь на несколько минут, про Шевченко ни один оратор не заикнулся. Там трудно было говорить, трудно. Вот. И интересный факт, это уже вне программы рассказываю. Интересный факт вот есть, это в заметках я заметил. Стал смотреть телевизор, когда смотрю, мало смотрю, но все-таки смотрю, да и много и не надо смотреть. За каждой второй фамилией фамилия оканчивается на «ко». И что же, неужели в России половина населения украинцы? Выходит половина. 3 губернатора украинцы. Это Ленинградская область, Иркутская область и, третий. Иркутского, в общем, 3 человека губернатора. Далее, вспомним знаменитые Лысенко, вспомним, Макаренко, вспомним, Шульженко, вспомним, Шевченко, вспомним. Все на ко. Черненко. Вот. А это я только часть фамилии, а если там считать. Так, что же творится с Украиной здесь, в России у нас? Открыл интернет, там говорится, украинцев в России живет 1 200 000, я округляю, 1 200 000. Но там в сносках дается комментарии. А в общем-то, они говорят, более 4 миллионов. Ничего себе, разница огромная. И что такое статистика, это тоже надо задуматься. Ладно. Далее слушаю Владимира Владимировича Путина. Это он когда выступал перед корреспондентами. Он в открытии заявил, украинцев живет в России 7 миллионов. Вот опять статистика, и где правда, и где ложь. Никуда не денешься. И вот представить себе, что случилось с этими 7 миллионами. Случилась такая же беда, какая вот с нами теперь. Мы русеем на глазах. Эти украинцы, я пришел к выводу, может, я и в чем-то ошибаюсь, и слишком я резко и обобщенно это все высказываю. Что случилось? Они стали, точно русскими. Это уже не украинцы, только фамилия напоминает им, что когда-то их предки были. Вот откуда они взялись, эти там 7 миллионов? Если копнемся, я привожу в своих заметках, копнемся истории, и как все совершается, я сегодня так задумался, как все совершается подло в истории. Там правобережная Украина, поляки. И 2 человека нашлись из этих, забыл, ладно. В общем, освободили город Умань от поляков. Освободили. Екатерина II это дело засекла, что там освободили от поляков. И туда войско. Их разоружают, наверное, выпивают. Друзья, как же так? Русские, мы друзья, все. Одна нация, как Путин говорит. Вот. Их разоружили. А главного руководителя этого у вас гайдамакского движения, украинец Иван Гонго, кажется, так, если я ошибаюсь, фамилия только. Его предают полякам. А он был служитель поляков у этого там верховного. Ему платили зарплату, там, квартиру, все. А он взял и перешел на сторону своих земляков, украинцев. Открыл ворота, и город захватили, и резню там, говорят, устроили. Вот.
Вот какая подлость и какая игра политиков между теми, то есть поляками, русскими, украинцами, все перемешалось. Ну ладно, вот и такая история. Да. Очень Конец, интересно. конец первой части.